Руководитель пресс-службы правительства России Валентин Сергеев сообщил сегодня, что за 3 дня с начала операции в Чечне потери среди российских военнослужащих составили 9 человек убитыми и 14 ранеными. В интервью агентству «Интерфакс» он отметил, что это предварительные данные. Между тем, сегодня с утра в нескольких километрах от чечено-ингушской границы вспыхнули ожесточенные столкновения между чеченскими отрядами и наступающей бронетанковой колонной российских войск. Минувшей ночью в окрестностях Грозного также произошли столкновения, и, как нам сообщили в пресс-службе правительства России, речь идет о неоднократных нападениях чеченских формирований на подразделения российской армии. Атаки были отбиты, потерь среди российских военнослужащих нет. Накануне в районе Грозненского нефтеперерабатывающего завода наступающие российские колонны были обстреляны из ракетных установок «Град». По сообщению Рейтер, в ответ российские вертолеты нанесли ракетный удар по огневой точке, при этом ракеты попали и в комплекс завода. На чечено-дагестанской границе десятки дагестанских женщин преградили путь российским войсковым колоннам. Они несли плакаты с призывами к прекращению вооруженного конфликта. Никаких инцидентов при этом, к счастью, не произошло. Минувшей ночью была достигнута договоренность об освобождении оставшихся 20 из более чем 40 российских солдат, захваченных в плен жителями приграничных районов Дагестана в воскресенье, которые блокировали продвижение российской военной техники. Об этом сообщили и ТАСС. Первая группа заложников была освобождена вчера, и никто из них не пострадал. Между тем, генпрокурор правительства Дудаева Усман Имаев сообщил агентству «Постфактум», что в руках чеченских властей находится 58 российских военных, захваченных на территории Чечни, и переговоров об их выдаче пока не ведется. По уточненным сведениям пресс-службы правительства России, вечером 12 декабря и в ночь на 13 подверглись вооруженному нападению отдельные части Минобороны, внутренних войск и милицейские части МВД России. Наступавшие использовали систему «Град», танки, артиллерию и гранатометы. Обе атаки были отбиты. Как сообщает пресс-служба российского правительства, российские военнослужащие во время боевых операций стремятся максимально уберечь от поражения жилые и хозяйственные строения. В сообщении сказано также, что потерь со стороны внутренних войск МВД и подразделений Минобороны России нет. Вернулись из пригорода Грозного поселка Первомайский. Это в 20 минутах езды от города. Там идут бои. Российские части взяли господствующие высоты над городом и по существу блокировали его. В настоящее время Грозный находится под прицелом российских танков. Чеченцы пытаются наносить удары по скоплению российских войск с помощью установок «Град», но у них, очевидно, не хватает снарядов. Российская артиллерия практически не отвечает на этот огонь. Однако российские самолеты бомбили цели в Первомайском. Разрушены живые дома. На окраинах Грозного ополченцы возводят баррикады и готовят бутылки с бензином. Здесь это оружие называют чеченским самогоном. Но прикажи сейчас Дудаев сложить оружие, его приказ мало кто выполнит. Многие жители столицы, до сих пор не бравшие оружие и не участвовавшие в войне, взялись за автоматы. До уличных боев в городе осталось совсем немного. Если это произойдет, то на каждого убитого с автоматом в руках придется 3 убитых мирных жителей. И хотя Грозный сегодня производит ощущение мертвого города, в нем остаются десятки тысяч женщин, стариков и детей. Нет никаких официальных сведений о числе раненых и убитых. Журналисты называют цифру от 60 до 70 человек. Однако в городской госпиталь на эту минуту доставлено только 2 раненых бойца. Тем не менее, у защитников города нет никаких лекарств, кроме марганцовки и рваных простыней. Впрочем, по словам врачей госпиталя, у них есть все необходимое. На эту минуту Грозный полностью блокирован как со стороны Северной Осетии и Ингушетии, так и со стороны Дагестана. Но в городе пока есть электричество и газ. Российская авиация наносит удары по чеченским танкам и аэродрому. Вторая колонна российских войск приближается с боями по шоссе Владикавказ-Грозный. Утром перестрелка с применением вертолетов происходила в поселке Асинский. Но совершенно очевидно, что российская армия готова овладеть Грозным. Владимир Усканов, Геннадий Карандин, телекомпания НТВ из Грозного. Второй день переговоров во Владикавказе начался сегодня с того, что чеченскую делегацию ознакомили с проектом совместного документа об урегулировании конфликта в Чечне. Проект предусматривал не только прекращение кровопролития на территории республики, но и поставку туда из России десятков тысяч тонн зерна, мяса, сахара, а также восстановление автомагистралей и железных дорог. Однако этот договор подписан не был. Министр печати и информации Чечни Мавлади Удугов заявил: «Мы согласны подписать с Россией только 2 договора – о выводе российских войск и о разоружении бандформирований, вооруженных Москвой.
Другой официальный представитель Грозного, генпрокурор Чечни Усман Имаев, пояснил, что чеченская делегация может согласиться с предложенным российской стороной документом при условии внесения в него 3 поправок. Первое. О разоружении можно говорить только после немедленного прекращения огня и вывода российских войск с территории Чечни. Вторая поправка касается механизма разоружения населения и незаконных формирований, а третья определяет принципы гражданства жителей Чечни. Российская сторона настаивает на том, чтобы после прекращения кровопролития немедленно началось разоружение чеченцев, и только потом войска будут выведены с территории республики. К 18 часам вечера переговоры были прерваны. Сразу после возобновления переговоров чеченская делегация неожиданно вернулась к своим первоначальным позициям и вновь поставила на обсуждение правомерность признания Конституции России как правовой основы для урегулирования положения в республике. Кроме того, на повестке дня вновь появился, казалось, уже согласованный вопрос о том, кого считать незаконными вооруженными формированиями. Руководитель чеченской делегации Таймас Абубакаров предложил также запретить все виды информации в прессе, связанные с обстановкой в Чечне. Как отмечают некоторые журналисты, у российской делегации складывается мнение о намеренном затягивании переговоров представителями Грозного. Сергей Гапонов, НТВ. В этой связи интересно мнение такого военного авторитета, как генерал Александр Лебедь. По его мнению, хорошо укрепленный Грозный с большим количеством запасов способен оказать длительное и серьезное сопротивление. Лебедь особо напоминает, что генерал Джохар Дудаев в советской армии командовал дивизией стратегических бомбардировщиков, способной вести войну в континентальных масштабах, а на такие посты, как сказал Лебедь, дураков не назначали. В пригороде Грозного продолжаются. Их ведут вооруженные отряды дудаевцев и российские силы, приблизившиеся к чеченской столице с севера, со стороны оппозиционного Натеричного района. Именно благодаря этому российская бронеколонна, отправившаяся из Моздока, довольно легко перешла Терский хребет и первой достигла Грозного. Наиболее тяжелое сопротивление встретила колонна, продвигавшаяся со стороны Ингушетии. Сейчас она находится в 40 километрах от столицы Чечни. Весь сегодняшний день российские солдаты отбивали атаки дудаевских войск в районе селений Червленное и Асиновское. И в настоящее время этот полк вынужден остановиться на подходах к станице Давыденко между поселками Асиновская и Новый Шарой. Все мосты на этом участке дороги либо взорваны, либо превращены в хорошо укрепленные огневые точки. Сейчас боевые действия здесь приостановлены. Стороны договорились о прекращении огня лишь для того, чтобы забрать с поля боя убитых и раненых. По предварительным данным, в результате столкновений погибли 9 российских военных. У нас есть возможность назвать имена некоторых из них. Полковник Николай Фролов, полковник Алексеенко, сержанты Минеев и Щербаков. Данные о чеченских потерях пока не поступали. Зато министр печати и информации Чечни Удугов располагает сведениями о российских потерях. По его данным, наши войска потеряли более 150 солдат, около 100 единиц бронетехники, 2 сбитых самолета и вертолет. Кроме того, Удугов заявил сегодня, что в результате вертолетного ракетного удара в Чечне взорваны 2 автомобиля «Жигули» с 8 мирными жителями. Как бы там ни было, с наступлением темноты продвижение войск к Грозному на сегодня прекратилось. По сообщению Временного информационного центра российского правительства, задача второго этапа выдвижения внутренних войск и Министерства обороны России к Грозному 13 декабря практически полностью выполнена. Завтра российские подразделения планируют полностью блокировать чеченскую столицу и всех находящихся там вооруженных людей. Вячеслав Грунский, телекомпания НТВ. По сведениям из достоверных источников, в московском госпитале имени Бурденко до сих пор нет ни одного раненого из Чечни. Но военврачи ожидают в ближайшее время прибытия солдат и офицеров, пострадавших в конфликте. Около 200 медиков из самого старого в России военного госпиталя уже работают в полевом стационаре в районе Моздока. Врачи живут в палатках, где нет отопления и электричества. Со вчерашнего дня связь между госпиталем Бурденко и госпиталем в Моздоке, которая будет так необходима для спасения жизни раненых, прервана. Специалисты полагают, что если военные действия в Чечне будут продолжаться, Министерство обороны отправит в Моздок еще один госпиталь, укомплектованный московскими врачами и медсестрами. Сергей Дедух, Вячеслав Воронов, телекомпания НТВ. Сторонам парламентарии предложили остановить братоубийство и решать свои проблемы исключительно мирным путем. Чеченская республика в Думском постановлении была признана неотъемлемой частью России. Эта же мысль звучала практически во всех выступлениях депутатов, которые сегодня конкретизировали свое отношение к конфликту.
Переговоры о статусе Чеченской Республики в составе Российской Федерации надо вести не сейчас, пока в Чечне нет легитимной власти, а надо вести после того, как будут проведены свободные выборы законно выбранными органами власти Чечни. Второе. Сегодня надо вести переговоры с теми, кто реально обладает властью на территории Чечни. Поверьте, никто не имеет ничего против чеченцев. Это восхитительный, умный, благородный, смелый, великолепный народ. Может быть, один из лучших вообще народов, которые живут на территории России. Но мы не можем сейчас оставить факт бунтарства и факт непокорства государству на территории России, где бы то ни было. Мы считаем необходимо приостановить военные действия и включить весь переговорный процесс на полную мощность, пригласив на эти переговоры все авторитеты, будь то государственные, религиозные или общественные, из всех республик Северо-Кавказского региона. То, что делает исполнительная власть, это ее поле деятельности. Наше поле деятельности – законодательство. Поэтому здесь не надо снова смешивать все ветви власти. Тогда не нужен парламент. Я понимаю президента, для которого сегодня вывести войска из Грозного, я имею в виду президента России, это означает, в общем-то, позор и политический, и военный. Поэтому мы оказались заложниками той ситуации, заложниками той партии войны, которая двигала эту ситуацию и фактически на сегодняшний день добилась, чего она хотела. Помощник президента Георгий Сатаров, выступая перед депутатами, объяснил Палате, почему в Чеченской Республике до сих пор не установлен режим чрезвычайного положения. По действующему закону нельзя применять войска Министерства обороны на территориях, где введено чрезвычайное положение. А если бы было введено чрезвычайное положение и туда вошли только войска внутренних дел, то они не смогли бы противостоять тяжелому вооружению, которое находится в руках у Дудаева. Поэтому пришлось руководствоваться другим правовым режимом, который называется «зона вооруженного конфликта». Юридически решение по чеченскому кризису, принятое Нижней Палатой, не более чем рекомендация, едва ли способны повлиять на поступки президента и правительства. Тем не менее, в тексте сегодняшнего постановления содержится пункт, обязывающий профильные думские комитеты подготовить поправки в Конституцию, предусматривающий контроль парламентариев за деятельностью исполнительной власти. Эрнест Мацкевичус, Евгений Турчак, Лев Давгвила, телекомпания НТВ. Вице-премьер Олег Сосковец отметил, что, по сути дела, экономики в Чечне больше не существует, она полностью разрушена. Для ее восстановления уже сегодня российское правительство выделит 1 триллион рублей. Для экстренной помощи в обеспечении оставшихся жителей продуктами питания и другими товарами в ближайшее время будет поставлено около 50 тысяч тонн зерна, почти 10 тысяч тонн круп и макаронных изделий, более 6 тысяч тонн мяса, мясопродуктов, других жизненно важных товаров. Кроме того, будут завезены корм, семена, ветеринарные препараты из различных российских регионов. Пока грузы будут доставляться самолетами и грузовиками. Сегодня уже первая автоколонна с гуманитарной помощью достигла границ Чечни. Кроме того, в планах правительства восстановление железнодорожной магистрали Ростов-Баку. В ближайшее время она уже начнет функционировать в режиме чрезвычайного положения. После